Сэмэна Хундатанухат недавно услышал мнение о том, что бурятский язык — это устаревший язык. Не стал спорить с этим человеком, поскольку в последнее время в споре истины рождаться перестала, она в нем только умирает. Вспомнился Понтий Пилат в интерпретации Булгакова, который возмущенно спрашивал, что такое вообще истина? И тот самый бурятский язык, который сегодня кому-то кажется устаревшим, способен дать ответы на эти извечные вопросы. Предлагаю рассмотреть, как это выглядит. Итак, друзья, давайте для начала рассмотрим простое бурятское словосочетание шилте-гум, где гум — это молоко, шил — это стекло, ну или стеклянная бутылка, а вот это окончание «т» — это окончание, которое говорит о наличии. Соответственно, шилте-гум можно перевести как молоко, имеющее бутылку. Звучит не очень привычно, поскольку все мы привыкли к тому, что бутылка имеет молоко, да? Бутылка с молоком. Но дело в том, что в бурятском мировоззрении внутреннее содержание любого предмета и любого явления гораздо важнее, чем его внешняя форма. Это первый очень важный момент. Теперь идем дальше и рассмотрим основную классификацию в бурятском языке всех предметов и явлений, которые есть в окружающем мире. Все предметы и явления делятся на две группы: хум и юмын. Хум — это человек, люди, а юмын — это все остальное, включая животных. Опять же, не совсем привычно, поскольку мы привыкли к тому, что человек и животные вместе входят в одну группу одушевленных предметов. В конце концов, внешне человек мало чем отличается от той же обезьяны. Но дело в том, вспоминаем то, что в бурятском языке внешний вид, внешняя форма гораздо менее важна, чем внутреннее содержание любого явления. В этом смысле очень важно, что человек, каждый из нас, где-то глубоко внутри себя, там, что мы привыкли называть душой, знает о том, или хотя бы чувствует то, откуда мы пришли в этот мир и куда мы из него уйдем. Собственно, этим мы и отличаемся от животных. Поэтому человек выделен в одну отдельную группу. Итак, буряты говорят, когда человек умирает, бурханда харя, то есть бурханда хариха, означает буквально вернуться к Богу. Но если тело человека, включая его мозг, остается здесь, на земле, предается земле, то кто же возвращается к Богу? К Богу возвращается именно внутреннее содержание человека. То есть, собственно, человеком-то является не его внешняя оболочка, да, а его душа. Именно она и является основой человека. Если молоко перелить из бутылки в чашку, да, оно от этого молоком быть не перестанет. То же самое, если душа покинула тело, да, она не теряет своей первичной сущности и возвращается к Богу. Вот, на мой взгляд, именно в этом, в понимании своего места в этом мире, да, своей роли в нем, и заключается истина, от которой уже исходит понимание других истин, в том числе и той, которую уже более 2000 лет человечество не может до конца понять. Не бойтесь тех, кто убивает тело, бойтесь тех, кто убивает душу. Еще раз, если молоко перелить из бутылки, оно молоком быть не перестанет. Но если молоко испортить, то оно уже никогда не вернется к своему первичному состоянию. Вот таким образом, друзья, бурятский язык позволяет понять свое место
в этом мире и ориентироваться в окружающих событиях. Тем более, что сегодня события, которые происходят в мире, происходят по нарастающей, и для того, чтобы правильно их оценивать, видеть корневые причины их, закономерности, очень важно правильно понимать свое место в этом мире. Итак, друзья, наши предки зарыли свой клад не в землю, а заключили его внутри бурятского языка. И любой желающий, независимо от национальности, может этими сокровищами пользоваться. Поэтому рекомендую всем осваивать бурятский язык. Дахим Лазатра, Барьте.